По итогам работы призывной комиссии осенью-зимой 2021 года мне бы хотелось сказать, что призывная комиссия шла довольно сложно, призывная кампания. Вызывалось 281 человек на призывную медицинскую комиссию. Медицинскую комиссию прошли все, но так получилось, что на призывную комиссию явилось только 280 человек. Один человек решил у нас попытаться уклониться от воинской службы, нарушить закон. И, соответственно, было дело передано в Следственный комитет. На сегодняшний день будут проходить разбирательства, соответственно, даже с возможной передачей дела дальше для принятия решения, судебного решения по этому призывнику. Пока сохраняется тенденция, к сожалению, к тому, что юноши, достигшие призывного возраста, на сегодняшний день большей своей частью почему-то у нас по состоянию здоровья либо признаются ограниченно годными, либо отправляются на дополнительное обследование, либо отправляются на лечение. То есть абсолютно здоровых молодых людей на сегодняшний день у нас, к сожалению, очень маленький процент. Наряд на призыв на осень-зиму 2021 года составлял 72 человека. Мы призвали 75, но, к сожалению, получилось так, что на сборном пункте при дополнительном медицинском обследовании выявились еще 3 человека, у которых были проблемы со здоровьем, и они были отправлены со сборного пункта домой. Но 72 человека, согласно наряда, мы отправили для службы в вооруженных силах. На сегодняшний день у нас идет кампания по постановке на первоначальный учет молодых людей. Это дети от 16 лет, 10 класс и, получается, второй курс колледжа, первый курс колледжа. Пока наряд на весенней кампании установлен не был, но как только будет установлено, начнется подготовка по тем мероприятиям, которые необходимо провести для подготовки призывной кампании весной уже этого года. Соответственно, хочется сказать, что есть закон, который предусматривает военную службу и призыв на военную службу, и, соответственно, нарушать его мы не имеем права, ни мы, соответственно, ни граждане нашего, так скажем, государства. Поэтому все меры, которые будут необходимы, мы выполним и с поставленной задачей, конечно, справимся. Соответственно, не хотелось бы, конечно, доводить дело до Следственного комитета, до разбирательства с прокуратурой и так далее. Хотелось бы, чтобы наша молодежь понимала и имела понятие о военной службе, о том, что это сделать необходимо. Это святая обязанность любого гражданина своего государства о защите его границ и спокойствия, так скажем. В этом году в основном своем большая часть молодых людей была отправлена в наш центральный военный округ. Это Подмосковье, это и Мариэл, Йошкар-Ола, также Кировская область. Также наши люди уехали в нашей подшефной части, это тоже также Подмосковье, и Севастополь на Черное море. Призывник может выбрать только в том случае, если состояние здоровья у него абсолютно здоров. В этом случае он может выбрать туда, куда он хочет поехать. Опять-таки, конечно, с такой категорией, как абсолютно здоров, как правило, это войска специального назначения и требующие именно такого здоровья, чтобы выполнять те нагрузки и те поставленные задачи, которые предусмотрены тем или иным родам войск. Соответственно, чем хуже здоровье, тем меньше выбора. Очень много сейчас уходит, уже имея какое-то образование за своей спиной, профессиональное образование, либо это колледж. Есть и с высшим образованием, кто уезжает служить. Потому что в большинстве своем люди с образованием, они понимают, что это необходимо, потому что на сегодняшний день продвигаться по какой-либо карьерной лестнице, даже в госслужбе, муниципальной службе, в других учреждениях бюджетных, все равно вопрос о службе в армии он станет. И в большинстве своем, конечно, стараются сразу после окончания учебного заведения уехать, отслужить и уже дальше жить, зная о том, что таких проблем уже у них не возникнет и никто у них не спросит, служил, не служил. В 2021 году у нас было подписано 11 контрактов, люди уехали служить по собственному желанию, людям предлагаем. Конечно, на сегодняшний день многие знают о том, какие условия, какие социальные гарантии приобретают военнослужащие, какие возможности при выходе на пенсию и так далее, и так далее. Конечно, соглашаются, едут, есть и желающие, да. Но, конечно, есть вопрос, когда больше, конечно, родители интересуются по поводу и Украины, и Сирии, и того же Казахстана, например, когда наши миротворческие силы туда входили. Но хочется сказать, что неподготовленных людей на такие мероприятия никто, конечно, отправлять не будет. То есть для того, чтобы попасть даже в эти миротворческие силы, это нужно пройти очень большой отбор, очень такой прям, я бы сказал, даже жесткий отбор. И
только при этом условии люди направляются на такие мероприятия по выполнению тех или иных поставленных задач. Люди же, которые только приходят в вооруженные силы, даже если они уже отслужили год срочной службы, потом приходят и подписывают контракт уже здесь и уезжают снова, таких, конечно, никто никуда отправлять не будет. Здесь сначала надо пройти очень серьезную подготовку, прежде чем какие-то боевые задачи выполнять. Есть такая возможность, у нас буквально с 2021 года начала уже обретать новую силу, то есть Министерство обороны позаботилось о том, чтобы обеспечить мобилизационный людской резерв. То есть люди, находясь в принципе на гражданке, имеют возможность проходить военную подготовку на военных сборах в течение 3 дней, а также в течение месяца по окончанию учебного года. Вот, при этом, подписав контракт с Министерством обороны, имеет возможность получить заработную плату. Работодатель по месту работы имеет возможность получить компенсацию за то время, когда работник отсутствовал на работе. Вот, и, соответственно, те дни, которые возможный кандидат или уже, точнее, контрактник, подписавший контракт с Министерством обороны о нахождении в людском мобилизационном резерве, имеет возможность получить еще свою воинскую выслугу, военную выслугу, к той, которую он уже имеет. То есть те дни, которые он проведет на военных сборах, то есть либо то 3 дня, либо то месяц, они будут засчитаны как действительная военная служба.